Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Полина Вивденко. О самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. Вначале коротко о главном. Точки роста. В школах Сосногорского района открываются новые учебные центры. Осторожно, мошенники! Миллионы рублей перевели сосногорцы за март месяц на счета злоумышленников. И делаем город комфортнее. Сосногорцы голосуют за объекты, которые благоустроят в следующем году по проекту формирования комфортной городской среды. В школах Сосногорского района продолжается реализация национального проекта образования и регионального проекта «Современная школа». Учебные центры «Точка роста» уже открыты почти во всех школах города и поселка Нижний Одес. Подробнее по теме в нашем следующем материале. На проектные средства учебные заведения ремонтируют классы, закупают новую мебель и оборудование по естественно-научным предметам, технологии и ОБЖ, современные компьютеры и другую технику. В точках роста проходят как школьные занятия, так и внеурочная деятельность. В школе номер 3 такой учебный центр появился в 2021 году. Благодаря проекту преобразились кабинеты информатики, физики, химии и биологии. Новые приборы дают возможность проводить более широкий спектр лабораторных и исследовательских работ. У меня в этом году девочка, например, проводила исследование зависимости электропроводности раствора от концентрации и возможности определять с помощью определения электропроводности, определять точную концентрацию растворов солей, кислот и оснований. Кабинеты физики, биологии и химии были оборудованы цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ, реактивами, оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, по биологии. В кабинет информатики поступили новые, соответственно, ноутбуки и программное обеспечение. Точка роста в школе номер 5 объединила кабинеты физики, химии и биологии в 2022 году. На открытии присутствовала министр образования и науки Республики Коми Наталья Якимова. Точка роста – это в первую очередь новое современное оборудование для изучения таких учебных предметов непростых. Это физика, химия и биология. И, конечно же, педагоги также повысили свою квалификацию, чтобы работать с новым оборудованием. Делается это не только в рамках уроков, но и в рамках внеурочной деятельности. То есть за рамками учебного плана дополнительное образование тоже будет проходить на базе обновленных классов, учебных классов с новым оборудованием. Ценным приобретением стали цифровые микроскопы, комплекты для проведения опытов. Старшие классы с их помощью готовятся к госаттестации, а 5-е и 6-е знакомятся с физикой в игровой форме. Также были приобретены квадрокоптеры и 3D-принтер, которые позволяют детям погрузиться в мир дронов, беспилотных летательных аппаратов, также познакомиться с аддитивными технологиями и реализовывать не только подготовку к экзаменам, но также и реализовывать проектную деятельность, что в свою очередь позволяет направить профориентационную работу в школе. Реализация национального проекта на территории района продолжается. В сентябре в школе поселка Войвож появится точка роста естественно-научной направленности. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Телефонное мошенничество становится с каждым днем все масштабнее и является общей бедой всего населения. Жертвами таких преступлений может стать каждый. Только за март 2024 года сосногорцы перевели на счета преступников более 3,5 миллионов рублей. Подробности далее. Несмотря на активную работу правоохранительных органов по профилактике мошенничества, жители нашего города продолжают попадаться на уловки преступников. Злоумышленники вводят в заблуждение людей различными способами, в том числе психологическим давлением, или же вселяют надежду получить легкие деньги. За март 2024 года у нас наибольшее обращение граждан было по таким фактам. Например, это получение пассивного дохода в интернете, когда звонят и представляются представителям какой-либо определенной платформы, говорят, что вы можете получить пассивный доход. Жители города Сосногорска потеряли более 1 миллиона рублей. Следующий предлог – это приобретение активов, также на различных интернет-сайтах. Жители потеряли более 400 тысяч рублей. Следующее – это купля-продажа на всем известной платформе Авито.
при покупке либо при продаже граждане переводили свои денежные средства, но, к сожалению, товар они не получали. В одном из случаев потерпевшему позвонили и сообщили о необходимости продлить абонентский договор на обслуживание связи. В результате он по наставлениям злоумышленников оформил кредиты в разных банках и, добавив собственные накопления, перевел деньги на счета звонивших. Общий ущерб жертвы мошенников составил более 2 миллионов рублей. Хотелось бы обратиться к жителям города Сосногорска и района о том, что были более внимательны в сети интернет, не поддавались на уловки мошенников. Кроме того, имеются сайты-двойники, когда вроде бы все официально, но, к сожалению, это сайт-двойник, и денежные средства уходят в неизвестном направлении. Сотрудники банка, так же как сотрудники полиции, так же как сотрудники инвестиционных платформ не звонят гражданам и не сообщают о том, что они могут заработать денежные средства или с их счетов уходят деньги. В целях предупреждения мошенничества сотрудники ОМВД ежемесячно проводят поквартирный обход граждан, а также проводят профилактические беседы в организациях. Андрей Калиничев, Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести, Тимана, Сосногорск. До 30 апреля проходит голосование за объекты, которые благоустроят уже в следующем году по проекту формирования комфортной городской среды. Сосногорцы могут отдать свой голос за один из вариантов преображения аллеи Славы. Аллея Славы будет посвящена защитникам Отечества разных времен и расположится рядом со сквером Победы. Первый этап строительства начнется в этом году. Он включает в себя расчистку территории от кустарника и мелколесья, обустройство тротуаров и наружного освещения. Второй этап последует в 2025 году. Именно тогда аллея Славы приобретет свой законченный вид, который и утвердят жители Сосногорска. 2 дизайн-проекта аллеи Славы на будущий год – это работы по обустройству дорожек, освещению, установке малых архитектурных форм, обустройство парковки, установка доски памяти. А также в одном дизайн-проекте планируется установить флагштоки и развесить флаги. Дизайн-проекты будут отличаться помимо флагов и флагштоков оформлением дорожек и центральной части территории. Отдать свой голос за понравившийся проект можно на сайте Госуслуг. Голосование проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента Российской Федерации. Итоги подведут уже в начале мая. Сосногорск год от года преображается. Благодаря благоустройству территорий в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды многие общественно значимые места задышали новой жизнью. Сквер Победы, рядом с которым расположится аллея Славы, уже входил в проект ФКГС. В 2018 году здесь были демонтированы устаревшие конструкции, расширена площадь, произведена реконструкция объектов. Аллея Славы дополнит комплекс, продолжая тему сохранения памяти. В прошлом году по программе ФКГС была облагорожена территория перед домом номер 7 в 6-м микрорайоне. Установлены светодиодные консоли, урны, вазоны, обновлено асфальтовое покрытие, выполнено озеленение. Также был благоустроен тротуар через лес от 6-го микрорайона до улицы Молодежной. Вдоль тротуара вырубили кустарники, положили новый асфальт и обновили мостик. Благодаря программе в прошлом году были отремонтированы 2 дворовые территории. Коротко о других событиях. Коми в лидерах по показателям рождаемости на северо-западе благодаря улучшению демографической ситуации в регионе. В декабре 23-го по инициативе главы Коми были усовершенствованы действующие меры соцподдержки семей с детьми, беременных и кормящих женщин. Подведены итоги регионального конкурса первичных отделений «Движение первых». В нем приняло участие 81 подразделение. Первичное отделение села Устюхта вошло в 20-ку лучших по республике Коми. В Сыктывкаре завершились чемпионат и первенство Республики Коми по плаванию в зачет круглогодичной спартакиады спортсменов с инвалидностью среди муниципальных образований. Сосногорские спортсмены Сергей Улешов, Иван Коновалов и Сергей Калинин завоевали серебряные медали. И в завершении выпуска коротко о погоде. В ближайшие дни температура воздуха в Сосногорске будет от -1 до +1 градусов днем и от -13 до -1 ночью. Переменная облачность, временами усиление ветра, снег и дождь. На этом пока все. Увидимся в ближайших выпусках нашей программы. Хороших выходных и до встречи. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для
Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.